само по себе, я думаю, что теоретическая преамбула и более такой уж далее, который последует в свободном обсуждении, оно у нас еще впереди. Пока несколько организационных моментов. Значит, регламент. По регламенту предпочитаем, чтобы спикеры говорили максимально свободно. Это вот по опыту наших последних мероприятий. Лучше всего, когда регламент достаточно свободный. Когда каждый спикер говорит достаточно хорошее время, да? Вот. Поэтому, скажем, минут 15 – это нормально для выступления, я думаю. 15-20, да? Вот, для таких выступлений. Вот, реплики уже будут даваться по коду. В общем, у нас будет достаточно свободное такое обсуждение. Это не конференция, это именно круглый стол. То есть мы, по сути, возвращаемся к практике наших семинаров, которых мы несколько прервали, которых мы в свое время постоянно проводили в ИГИ. Боже, буквально считанные разы уже проводили в ГУСИ, да, потому что встречались достаточно редко. Разница только в том, что если ранее у нас обычно был один главный спикер, а потом ушло обсуждение, то здесь все будет более приближенно к формату круглого стола. Основным организатором, я уже говорил, является Курултай-Башкир, Всемирный Курултай-Башкир, его исполком. Планируется целая серия подобных круглых столов, которая позволит увидеть весь срез, как относятся к культуре, как видят ее проблемы обществоведы, как в данном случае, да, сами деятели культуры, артисты там, и так далее, так далее. Но я хотел бы передать по этому слову представителю Курултая-Башкир, председателю исполкома Всемирного Курултая-Башкир Юлдашу Мухамматовичу Юсупову для приветственного слова. Пожалуйста, Юлдаш Мухамматович. Да, спасибо большое. Звука нет. Звука нет. Приветствую, коллеги. Рад всех видеть. Звук прерывается, товарищи. Коллеги, меня слышно нормально? Да. Хорошо, коллеги, рад всех видеть в рамках данного круглого стола. Это действительно, по мне, как для председателя Курултая, Всемирного Курултая Башкир, это действительно значительный шаг для нас, поскольку все же основная аудитория, с которой мы работаем традиционно, это общественность. В данном случае мы решили подойти несколько с другой стороны к проблеме освещения культуры. Это привлечь ученых, а именно не то, что привлечь, а начать, можно сказать, с научной точки зрения. Этот год, как известно, по инициативе Всемирного Курултая Башкир объявлен годом башкирской культуры и духовности. И, конечно же, здесь мы планируем целый ряд мероприятий. Буквально недавно была презентованы методические рекомендации, посвященные году башкирской культуре и духовности, в рамках которого мы выделили несколько направлений искусств. Это писательская среда, это кинематограф, хореография, театр, изобразительное искусство и прикладное искусство в том числе. Вот. По этим и другим направлениям мы будем активно работать, но я считаю, что глубоко убежден в том, что для того, чтобы начинать ту или иную работу, мы должны между собой проговорить и разговаривать откровенно, открыто, поскольку вопрос культуры, вопросы искусства – это на самом деле такая, можно сказать, особая среда. Вот если прошлый год у нас был годом истории, где все же превалировал некий такой рациональный подход, рационализаторский подход. Там основную роль играли ученые, историки, этнографы, краеведы, то есть те, которые подходят к проблеме рационально. То сфера культуры, сфера искусства – это все же сфера таких эмоций, сфера
духа, можно сказать, духовности. И, то есть здесь на самом деле не так важна рациональность, а важно, насколько мы принимаем нашу окружающую реальность, насколько мы можем ее, так сказать, адаптировать, осваивать, очеловечивать, что ли, да. И здесь, конечно же, нужен особый подход, и мы по каждому направлению искусства планируем провести круглые столы, собрать хореографов, отдельно собрать театралов, драматургов, писателей, и по каждому направлению отдельно разговаривать, именно ставить творческую проблему. Не проблему в том, что сколько костюмов не хватает, там, и что там кадровый голод и так далее, а поставить творческие вопросы. Как сегодня, достаточной ли степени мы сегодня осваиваем сферу эмоций, сферу чувств? Действительно ли вот тот продукт, который мы сегодня производим, действительно он находит отклик в сердцах наших жителей, в сердцах нашего населения? Вот. И в каком направлении, в принципе, мы можем двигаться. Да, наш цивилизационный путь. И в этом отношении, именно в последнем, в таком вопросе, в проблеме о том, что такое что за наша цивилизация, евразийская цивилизация, там, российская, я не знаю. Да, именно с этой целью мы решили собрать философов, поговорить по этой теме, создать, ну, если не выработать, то обозначить какие-то необходимости, может, новых образов. Да, вот традиционно в советское время у башкир был образ воинов, защитников Отечества. Да, и, собственно, в советское время активно работали в этом направлении, работали с символами, работали с образами. И причем, что интересно, показательно, что в основном такое работала над этим интернациональная команда, тот же Степан Злобин, Тавасиев, Гвоздикова, да, то есть это люди, которые, собственно, вкладывали в эти образы, в эти эмоции, как сказать, по-особому подходили к этому. Ну и, конечно же, все это опиралось на нашу традиционную культуру, на традиционные те же самые эпическое наследие и так далее. Вот. Сейчас мы предлагаем все же рассмотреть эти образы, символы несколько шире, уже подойти из позиции башкир-воин, да, не столько с позиции башкир-воин, но башкир-созидатель, да, освоить, так сказать, прогрессивский вклад башкирского народа в развитие вот нашей цивилизации, в обогащение, в культурное обогащение. Тот же самый, например, Исмаил Тасимов действительно в свое время сделал прогрессивный шаг, точнее, его поколение сделало прогрессивный шаг. И это не ограничивается одним человеком. Та же самое создание и обустройство республики Башкортостан, это тоже отдельное направление, тоже прогрессивный шаг для своего времени был, который определил развитие нашей страны. Поэтому здесь, конечно же, мы должны, и в целом даже вот создание знаменитых, легендарных башкирских кавалерийских дивизий, это тоже на самом деле результат такого созидательного труда, сохранения определенной, может, традиции, это какой-то труд. И что уж говорить о целой плеяде наших генералов, генерала Кусимова, Шаймуратова генерала, это же тоже в определенной степени цивилизационное явление. Эту категорию мы тоже должны осмыслить, должны понять, а что это, кто это, почему вдруг они появились. Да? Не частная же какая-то инициатива, а что сподвигло, да, на каком этапе вдруг башкиры начали производить, как некое такое сообщество, как некая система, начали производить определенную категорию людей. Категория поколения рудознатцев, поколение там генералов, да, поколение и так далее, и так далее. Именно на эти вопросы я предлагаю сегодня обратить внимание.